Добрый день, я Светлана Милуцкая, и сегодня у меня в гостях восходящая звезда татарской эстрады Айгуль Миндиярова. Встречаем! Ой, какая красота! Это для вас. Спасибо Здравствуйте! большое. Рада вас видеть, проходите. Айгуль, скажите, пожалуйста, вот желание стать артисткой, оно было с детства или появилось в осознанном возрасте? Да, Светлана, с самого раннего детства это была моя мечта. Я всегда хотела петь на большой сцене, а моя семья меня в этом поддерживала и помогала именно развиваться в этом направлении. А ваши родители сейчас вас поддерживают? Безусловно, моя семья – это мой тыл, моя поддержка, но я очень много работаю. И знаете, есть те моменты, где мне приходится самой держать оборону. Так, а можно поподробнее? Есть, ну, например, с ведущими, с журналистами. Есть такая категория людей, которые любят нарушать твои личные границы. И вот эта бестактность порой меня обескураживает. Расскажите о закулисных интригах. Какие ситуации у вас были с ведущими? Что касается ведущих, к сожалению, случается так, что люди не относятся к тебе серьезно, как к артистке. Они позволяют себе какие-то неуместные шутки, понебратство. Вот такое отношение я категорически не приемлю. А с журналистами были конфликты? Не то чтобы конфликты, Светлана, я бы сказала недопонимание. Журналисты, они как? Они любят задавать каверзные вопросы, которые вообще не относятся к моей сфере деятельности. Я артистка, я профессионал в своем деле. Да, помимо этого я, конечно же, много работаю, развиваюсь, путешествую и так далее, и так далее. Но, например, я далека от квантовой физики и высшей математики. Это нормально. А вообще на свете нет такого человека, который бы знал абсолютно все. И знаете еще что? Журналисты, они очень любят интересоваться личной жизнью. И всеми способами хотят и пытаются добыть ту информацию, которая для меня является сокровенной. А как же ваш блог? Вы активно ведете Инстаграм. Я мониторила вашу страницу, и некоторые публикации мне показались достаточно содержательными и откровенными. Или мне показалось? Каждый артист, он интересен публике, и о нем хотят знать все больше и больше. Но нельзя, Светлана, забывать о том, что артист – это прежде всего человек, а каждый человек, он имеет право на частную жизнь. А вообще я предпочитаю закрытый образ жизни и узкий круг друзей. Ну а в своем блоге я делюсь теми моментами и эмоциями, которыми, я считаю, можно поделиться. Недавно смотрела ваш биографический фильм «Мой путь» и обратила внимание на костюм. В них очень много национальных элементов и украшений. Вы сильно отличаетесь от других молодых исполнителей татарской эстрады. Вот скажите, вот этот сценический образ вы придумали себе сами или это была идея вашего продюсера? Да, это была моя идея, но продюсер меня в этом поддержал. А мое творчество, Светлана, изначально обращено к истокам татарской культуры, так как я люблю, обожаю татарские народные песни, танцы, наши костюмы, культуру, традиции. И с гордостью, знаете, представляю и несу это в массы. Значит, ваш репертуар рассчитан только на татарскую аудиторию? Нет, не только. Среди моих слушателей очень много русских. Мои выступления – это не только песни, это шоу с красивыми костюмами, с запоминающимся репертуаром. И у меня есть мечта в ближайшем будущем прокатиться по всей нашей необъятной стране со своим сольным концертом, чтобы в каждом уголке России прозвучали татарские мотивы. Айгуль, спасибо большое, что вы нашли время, что вы пришли. Мне было очень приятно с вами пообщаться. И от всей души желаю, чтобы ваша мечта обязательно сбылась. Спасибо вам огромное, что меня пригласили. И, пользуясь случаем, хочу вас пригласить на свой сольный концерт. Я лучшие места вам обеспечу. С превеликим удовольствием. Спасибо вам. Спасибо.